Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем разбирать партию Талия и Серван. Так, первый ход начинается с хода d4. Дальше конь f6, c4, e6, конь f3, d5, конь c3, c6. Защитили, похоже на славянскую партию. Славянку похож. 4 не хотят размениваться. Конь b на d7, слон на d3, слон на b4, рокировка. Дальше слон на d2, ферзь на e7, и сюда, сюда, теперь вперед на c4, слон на d6, конь сюда, так, слон берет, дальше e5, ферзь на c2, g6, слон на c3, ладья на e8, ладья f на e1, f5, d берет e, конь берет e5, конь берет e5, f берет 4, конь на c4. Так, дальше мы идем слоном на c7. Дальше конь на d2, слон на f5, конь на f1, ладья на а до d8, конь на g3, ферзь на ладья на d5, ладья а на d1, ладья е на d8, ладья берет, ладья d1, слон берет g3, и вперед g. Это не очень такой хороший ход, из-за того, что тут могло бы последовать лучше. Ладья берет на d5. Намного лучше пошло бы. Но не тут-то было. Здесь ходили fg. Хотя берет на d1, ферзь берет на d1, ферзь на d7, ферзь на e1, слон на e6. b3, чтобы не забрали пешку. c5, h3, b5, ферзь f1. Как вы думаете, почему этот ход? Напишите в комментариях. b4. Ой, да не ходит b4. А зачем вот этот ход? Могли же сходить по-другому. Об этом тоже в комментариях. Слон на e5. Самый такой хороший, логичный ход, который всем по душе. Ферзь на d8. А почему? Ферзь на b5, уже вырываемся, атакуем пешку. Все. Уже начинаем атаковать. Ферзь на c8. Конечно, что делать? Защищать пешек. Король на h2. Сразу уходить. Чтобы не было, шаха по первой диагонали. Дальше. Вот король углом схватили. Слон на d5. Ага. Сходили сюда. Напали на нашего ферзя. Ходом а6. Ферзем на а5.
Король на f7. Так. Слон берет на c5. На c6. Ферзь берет на b4. Слон на e6. Слон на d4. h5. Не знаю, почему здесь уже грозилось. Ферзем на b8. Король на e7. Ферзем на d5. Ферзь на d5. Ферзем на f6. И черные тут сдались. Но мне кажется, что никогда сдаваться нельзя в партии. Хоть ты проигрываешь, хоть выиграешь. А вдруг чего? Вдруг ошибку сделает твой противник. Ну, могу вам первое правило составить. Не надо сдаваться. Вот по вот этому, по вот этой партии. Ага, компьютерный анализ. 2 минутки ставим. Сейчас он у нас доделает анализ. Мы посмотрим, какие ошибки здесь совершили противники. Здесь у них практически каждый ход такой болевой. Здесь все правильные. Только, конечно, G, F берет G, конечно, не очень такой логичный. Итак, наш компьютер все сделал. Ну, игра могла продолжаться. Король на d7. Вот. Давай посмотрим. Король на d7. Вы можете эту партию хоть куда забить. Я вам не мешаю. И проверить сами, как помогла игра продолжаться. И почему черные тут сдались. А если вот тут здесь было. Так. Угу. Ладно. Мы бы тогда сюда сходили. Угу. А здесь, наверное, уже можно было бы размениваться. Вот такая у нас партия. Здесь можно двинуть короля уж. Только не так устал. Вперед! Ну, вы можете скинуть куда угодно. Я сейчас в комментах вам скину ссылку. И будет. Можете проверить сами. Я говорю, я сама. Я вам не мешаю. Ну. Теперь сейчас у нас уже 3 лишних пешки. Здесь еще есть. Так, дальше. Нападаем. Берем. И у нас уже 4 пешки. Вы можете это видео не досматривать. Да. Так, не досматривать.
Ну, я тут могу доиграть, конечно. Ну, я лучше вас мучить не буду. Итак, движем другую пешку. Ну нет, уж здесь уже ферзя можно поставить. Так. Здесь уже можно даже вот так сходить. Здесь уже другую пешку можно двигать. Ну ладно, до свидания.